О перспективах глубокой лесопереработки в Коми детально на неделе говорили в Сыктывкаре. Один из участников той дискуссии, руководитель компании «Лузалес» Руслан Семенюк, сегодня ответил на наши вопросы. Руслан Николаевич, накануне на стратегической сессии был главный посыл – это глубокая переработка. Понятно, что правительство нацелено на экономически выгодный курс, но насколько выгодно это самим предприятиям? Ведь нужны вложения и в модернизацию, и на подборку площадей. Вот ваше мнение по этому поводу? Наше мнение, в принципе, ясно и понятно уже давно, с момента основания нашего предприятия и развития его. Будучи еще президент Российской Федерации в Республике Коми, когда он посещал наше предприятие, после было совещание правительства, и там было объявлено и заявлено о том, что нужна глубокая переработка. Потому что наш край, Республика Коми, он является сырьевым придатком. На тот момент, когда еще президент посещал наш субъект. Сегодня, что мы видим, практически весь лес, который заготавливается на территории Республики Коми, он и перерабатывается. Но есть в лесу деловая древесина, есть низкосортная. То есть деловой древесиной за 15 лет мы в Республике Коми разобрались. А с низкосортной мы еще не приступали даже. Почему? Потому что достаточно большие инвестиции, большие деньги. И без помощи государства это невозможно. Поэтому переработка, конечно, нужна. Это добавленная стоимость, это, опять же, налоги повышенные. Это новые создания рабочих мест, это высококвалифицированные специалисты, это большие зарплаты. То есть это обязательно нужно для нашего региона. И в продолжении темы вчера тоже очень много говорили про промышленный кластер. Насколько вообще выгодна эта технологическая цепочка, заготовитель, переработчик, или, возможно, есть привилегии для компании? Что касается промышленных кластеров, на опыте, скажем так, мировом, мы можем посмотреть, видеть, что везде, где создаются эти кластеры, это есть драйвер для того региона, где они создаются. То есть почему? То есть это объединение разных предприятий на одной площадке. То есть люди создают предприятия, рабочие места, там появляется какой-то продукт. И, соответственно, все в этом кластере заинтересованы, чтобы он развивался. И когда это все на одной территории, государство, именно государство, не субъект, а именно государство, то есть правительство Российской Федерации, оно заинтересовано как и финансово помогать, так и различными законодательными актами. В разработке у компании «Лузалес» несколько инвестпроектов. Можем более подробно тоже о них услышать? В 2010 году мы начали реализацию первого инвестпроекта. Это было 500 миллиона рублей. Для нас это были достаточно большие деньги. Это практически все деньги были заемные. В 2017 году мы начали второй инвестпроект. Это уже порядка 2 миллиардов рублей мы инвестировали. И на сегодняшний день мы реализуем третий инвестпроект. Это уже более 3,5 миллиардов рублей. То есть этот проект на развитие в местечке Чевью лесопильного завода, то есть мы там строим, но получается это лесопромышленный кластер там будет, потому что это достаточно современный завод, полностью безотходное производство. То есть бревно, поступающее на комбинат, уже в конце мы видим, помимо того, что мы выпускаем продукцию, мы также видим, что мы уже электроэнергию выпускаем. То есть это на сегодняшний день одно из самых современных будет именно предприятий в Европе. Спасибо за то, что нашли время нам на интервью. Спасибо. Спасибо.